Сегодня Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства. Вот для граждан Таджикистана, для таджиков, которые работают в России, как-то это облегчит ситуацию, усложнит, по вашему мнению? Как это влияет? Я думаю, что сегодня как раз перед тем, что весь народ Советский Союз будет отмечать в мае месяце, 9 мая, это День Победы. Это большой подарок для таджикского народа. Очень большой, потому что мы знаем практически большинство случаев пострадавших граждан Таджикистана в России. Причина в одном, потому что у вас граждане, вы граждане Таджикистана. Они приезжали и будут приезжать, и они хотят устраиваться не только себе, и свои родственники, и близкие. Они хотят зарабатывать. Потому что на иждивении каждого трудового мигранта сегодня в Таджикистане от 5 до 6 человек находится. Это представители их родителей, это маленькие дети, это школьного возраста. Много еще есть фактов. Вот поэтому это подарок очень, думаю, что своевременно. И последние события в мире мы прекрасно знаем. Что сегодня Россия нуждается именно в тех людях, которые преданы к ним. Я всегда говорю, что больше, как республик Средней Азии, нет таких преданности, как их граждане по отношению к русскому человеку, к российскому государству. Даже брать тех же близких нас партнеров по газу Европы. Вот здесь, я говорю, все попало в точку. Человек, он мудрый, это все взвешенно было сделано. Я приветствую. Вопрос там, конечно, очень... Мы знаем, что есть соглашение между Таджикистаном и Россией сохранение от двойного гражданства. Вот этот пункт я там ничего не видел, потому что здесь конкретно надо выбрать. Вы хотите стать гражданином России, если вы таджик. Вот. Я говорю, сегодня есть вот двойное соглашение между Таджикистаном. Многие из наших задают вопрос, что будет дальше. А если я возвращаюсь на родину, кем я буду? Если ты будешь мигрантом в Таджикистане. На сегодняшний день приезжал, и так больше 2 миллионов. Это практически 2 миллиона. Даже мы говорим, даже закрываем глаза, скажем, 1 миллион граждан. Сегодня Россия пополнила свой состав народа благодаря Крыму. Там около 2,5 миллиона получается. А здесь 1 миллион, только, значит, люди, которые трудоспособны. Трудоспособны население Таджикистана приезжают в Россию. И что будет с Таджикистаном? Если Таджикистан на сегодняшний день не делает различные программы государственные и с международными фондами, что народ практически уходит с республики. А сегодня российское государство, российский народ подали им руку. Возвращайтесь к нам. Вы дети, которые поколения, ваши отцы и деды воевали, а остальные, соответственно, Великая Отечественная война, Советский Союз. Практически у нас, думаю, что это в большом количестве от 8 миллионов, не меньше 5 миллионов. Но сегодня можно говорить, что готовится. А как будет его получить? Я бы предложил бы, не надо мучать народу, что приехать в Россию. Вот как в Крыму. Надо открывать в Таджикистане, во всех регионах, дальних представителей России, пускай проводит. Потому что отказ от гражданства ближе там в Таджикистане решат. Он написал там заявление свое, исполнительный комитет района, областной довел до президента. А что он там в Якутии будет, как он эту бумагу будет передавать? Говорит, а вашего вот нет подпись господина президента, вы отказываете. Или эта подпись необходима или нет? Тоже надо рассматривать. Я не знаю, может быть, Россия все-таки согласовалась с Таджикистаном, что большинство ваших граждан не будет. Третья сторона вопросов. Мы сразу увидим, что уходит на задний план ущемление прав граждан. Потому что если будет ущемление прав таджиков, граждан России, в Таджикистане 50% более, тогда Россия может также применять силу по отношению к руководству Таджикистана. Здесь тоже, видишь, как разыграна будет буква закона. Об этом тоже не знаю. Но желающих будет. Еще раз говорю, надо нам сразу вопрос коррупции решать. Коррумпированная система, которая сегодня здесь хочет разыграть как пакет все остальные миры, буду продавать паспорта, потому что он не владеет русским языком, не все владеют русским языком. И достаточно, то, что он владеет, хватит. Для нашей работы, которую народное хозяйство в России необходимо поднимать, чтобы не нуждались американцам сегодня российское государство. Они практически все, может быть, трудоспособны, все должны. И в этом, я думаю, что нет даже в регионах ближайших, где Черноземье, мы считаем российское наше, даже Тулу, Калуга, Смоленск, остальные, там тоже нуждаются трудовые мигранты. Но они будут с паспортами, они будут платить налоги. Вопрос будет с жильем. Потому что вы знаете, что из Таджикистана выехало буквально более 300 тысяч русскоязычных после гражданской войны. Они до сих пор что, бездомные, они живут в вагонах. Там русские люди живут. А что у нас получится? Что вот этих людей мы, значит, дали гражданство, они живут в вагончиках в Воронежской области, а еще к нему еще 1 миллион будем добавлять. Поэтому я думаю, что сегодняшнее, возможно, если в России есть, пускай переполучают те гражданства, у кого есть родственников, которые также будет, пускай как в Америке, отдают родственникам там каждый месяц, допустим, по 20 или 30 тысяч рублей,
на человека, который, соответственно, будет платить коммунальные и медицинские, и за него будет нести ответственность, а последующем он будет возвращать, когда у него будет жилье. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то цифры, сколько таджикистанцев за последнее время приняли российское Более гражданство? 600 тысяч. И не говорю таджикистанцев, это приняли, да. Я не учитываю здесь русских и не учитываю, соответственно, киргизов. У нас 3 района: Таджикабад, Джиликул, там еще часть район Ригар, они являются киргизами. И я говорю, основная масса таджиков. Но они получили благодаря той квоте, которые были тогда. Но у нас не было упрощенного варианта. У нас это сложная система, потому что это надо было. И многие даже если не могли получить, они были депортированы. Самое страшное, смотри, что сегодня, что те, которые хотели мечтать получить гражданство, они были депортированы. Но у них есть дети здесь, от второго брака или от первого брака. Дети остаются еще в России. Вот к нам обращается русская женщина, наша гражданка России, или там гражданка Украины, но она славянка, она в России, она живет здесь. Мужа нету, муж депортирован. Но он хотел получить гражданство. Вот это вопрос на первый. Те, которые, допустим, имеют детей, надо в первую очередь пропустить, что они получили при посольстве России в Таджикистане. И сразу говорю, надо вообще запретить получение гражданства лиц, которые совершили уголовное. Нельзя даже пускать, потому что мы, если говорим, это паспорт, это святое дело для нас. Для нас тоже. Они это люди будут патриотами. У нас сугубо организация общественных иммигрантов. Мы работаем в платном правительстве, с руководством России. И с Таджикистаном работаем. Дипломаты должны включаться. Что будет? Как это все будет? С другой стороны, если говорим, потеря будет денежный эквивалент, это не исключено. Таджикистан может меньше получить денег, потому что люди возвращаются назад, они будут обстроить свои дома. Здесь это надо приветствовать. Пускай строят Россию, пускай строят себе дачи, особняки живут, а то ребенок получит образование. Это уже программа российская. А вообще-то Россия в этом. Россия выигрывает. Сегодня у России друзей нету. У сегодняшней России нашей после событий на Украине нету друзей. И надо сегодня говорить громко и ясно, что то, что День Победы будет, надо приветствовать. Это День Победы благодаря Республике Средней Азии, Республике Кавказа и российскому народу. Мы видели, что у нас славяне получается. Сегодняшние славяне нам доказывали, что они работали и помогали, всегда были на стороне Адольфа Гитлера. И не доказали своими фактами. Им нечего возмущаться. Это фрицы, тогда фашисты мы называют. Они хотели уничтожить в первую очередь Россию. Задача у них была. Но они это никогда у них не получится и не достигнет. Я всегда была державой, я остался державой. А тем более после такого принятия закона Россия еще будет сильнее. Наши люди будут именно больше проявлять патриотизм. Будут любить. Они любят российский народ. Кармат Букович, скажите, пожалуйста, а сколько сейчас официально граждан Таджикистана в России находится? И есть ли данные вообще, сколько из них возможно примет российское гражданство? Я еще говорю, есть вопрос, который еще мы сами не знаем. Будет сохранена именно ратификация вопроса между Таджикистаном и Россией, которая была государственной Маджлис-и-Ули, связана была о двойном гражданстве. И вот вопрос к нам идет. Если останется вопрос о двойном гражданстве, практически каждый будет принимать. Если вопрос будет, значит, именно как сегодня, значит, стоит вопрос Кремль наш, в лице президента, что вопрос будет именно цели безопасности России, чтобы одно гражданство иметь, потому что он тоже прав. У кого было двойное гражданство, мы видели сейчас, где находятся. Они в различных структурах работают против России. Это не секрет, это мы все прекрасно знаем. И этим делом всегда вы знаете, одни из финансовой пирамиды руководит также фонд Сорос. Это английское, американское, но они не любят. Они ничего против не имеют, против русского человека. Они имеют против того, что Россия является богатейшим государством. Вот ими больше всего интересует. И больше ими, соответственно, ну как говорим, суши. Можно занимать те же вопросы, которые они сильно заинтересованы. Это, соответственно, благосостояние собственных своих семей. Эти олигархи, которые мы говорим о 300 более. Это есть такое, собираются в Белом доме. Таджикская диаспора самая большая в России. Вот таджикская диаспора, вот смотрите, на момент, на самом деле она большая, потому что я говорю, сегодня таджикская диаспора не 2 миллиона, а 8 миллионов. Почему? Население Таджикистана 8 миллионов, потому что они нуждаются именно отсюда помощь, из России. Нет, не может быть, на таджикская диаспора там 2 миллионов стоит. Нет. Потому что 2 миллиона они прокормили 8 миллионов. Поэтому все те, что есть граждане Таджикистана, они являются полноправными членами таджикской диаспоры в России. У нас, американцы нас не кормят, американцы нас не помогают в Таджикистане, американцы ничего не делают. И даже 201-я дивизия сегодня создает безопасность Таджикистана. И поэтому, говорю, сегодня таджикская диаспора там буквально в 2-3 человек, это ошибочно было. Потому что у нас свои газеты, свои интернеты, всевозможные, мы разговариваем, и у нас диалог с народом происходит. У нас сегодня самая мощная таджикская диаспора в России. Что там граждане Таджикистана? Это 8 миллионов. Почти поголовно можно называть. Вот до руководства страны. Я не скрываю, я говорю так.
Сегодняшняя Россия закроет. Или вы не хотите принимать гражданство, не принимайте. Но тогда приезжайте. Мы всегда говорим, приезжайте в Россию. Когда национальная диаспора говорит, ну приезжайте с новыми элементами. Знание русского языка, что страшного. 1000 слов. Дальше культуру российскую надо обязательно. А так, как мы сегодня видим, хаос. И бродит по всему территории, и потом говорит, нас убили, нас шумлят или подбрасывают наркотиков, то же самое. Тогда российское государство будет думать, кого сажать в тюрьму? Таджик? Нет, это граждане России уже. Вот тогда у нас количество сбитых или нас распространения наркотиков намного станет меньше. Или может вообще они исчезнут. Последний вопрос. Вот в интернете недавно появилась информация о том, что граждан Таджикистана перевели в качестве помощи домой рекордные суммы. Вот можете назвать их, какие суммы? Ну, вообще, я думаю, что сегодня должно быть не менее 10 миллиардов долларов. Ну, это 3,5 миллиарда, ничего нам не дает. Мы основную сумму оставляем в России. 10 миллиардов долларов, 2 миллиона населения, которые работают из Таджикистана в России, я думаю, это было более бы по-человечески, потому что люди просто-напросто не получают свои заработные платы. Это то, что они смогли получить. 10 миллиардов, я думаю, что сегодняшний 21 век это не деньги. Это не деньги. И другая сторона, они оставляют же практически, мы говорим, от 30% отправляют, а 70% остается в России. Если 10 миллиардов взять, 70 миллиардов. У нас товарооборот с Китаем меньше 80 миллиардов. А граждан Таджикистана 70 миллиардов оставляют. Они сейчас придут с гражданством, получат они своими паспортами, это деньги, останутся в России. Но с другой стороны, жалко же, обидно, что там же старики находятся. Независимо от гражданства другого государства, национальность всегда была выше всего. Национальность, таджик это таджик. Он должен будет заработать и строить собственный дом, потому что туда приезжают, те же русские будут отдыхать. Там создается большая у нас глобальный туризм. Ближайший, посмотрите, никто не поедет на Дальний Юг. Мы останем, просто устали от те же море соленые. Нам надо свежий воздух. Куда ехать? Таджикистан. А в Европе нас никто не ждет. И нас в Европе уже не ждут.